الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Альхамдулилля, Всевышний Аллах в Коране приводит множество мудростей для нас, для того, чтобы мы использовали эти мудрости в нашей жизни. И Аллах Тааля в Коране приводит нам пример, историю беседы, разговора Лукмана со своим сыном, разговора отца со своим сыном. И альхамдулилля, Аллах Всевышний сделал этого своего раба, этого человека Лукмана мудрым, обладателем больших знаний. Однако, как сказали ученые, он не был пророком или посланником, но он обладал большой мудростью. И Лукман Хаким, как его называют, он дает свои наставления своему сыну. И вот здесь, иншаллах, зачитаем их. Тут, когда прослушаем все это, можно легко потом подставить самого себя. Лукман со своим сыном. Значит, ты тоже обращайся к своему сыну, к своим детям с этими наставлениями. И вот в этом и есть пример из Корана, что как нам действовать и какие мудрые слова нам использовать и применять на практике. В предыдущих хутбах, которые были в этой мечети, мы уже немного говорили об этой истории. Когда Лукман обращается к своему сыну, увещевает его отдаляться от ширка, от многобожия, и множество других наставлений. И поэтому Аллах Тааля в Коране, сура Лукман, в 12 аяте сказал: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. И мы даровали Лукману мудрость. Благодари Аллаха, и тот, кто благодарит Аллаха, тот поступает во благо себе. А кто же проявляет неблагодарность, то ведь Аллах богатый и достохвальный. Не нуждается в том, чтобы кто-то его благодарил и так далее. И от этого у Всевышнего Аллаха ничего не убудет. Это наоборот, у самого создания, у самого человека будет недостаток в жизни. И Лукман сказал: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. И вот сказал Лукман, увещевая своего сына, обращаясь с вагазом, беседуя с ним, сказал: сыночек мой, ля тушрик биллях, не предавай Аллаху за товарищей, поистине ширк, многобожие, это великая несправедливость. И вот с этих аятов нам видно, что человек должен говорить со своими детьми. Очень часто бывает так, что мы, оставляем все эти функции, все это обязательство именно на жен. Пусть они нянчатся, пусть они разговаривают, уроки делают, пусть с ними беседуют о том, есть ли у него друзья, что ему нравится, что ему нет. И почему-то мы, отцы, видим всю свою заботу только лишь в том, чтобы обеспечить его материально. Надеть его, накормить его, купить ему велосипед, лыжи и так далее. То есть смотрим только лишь на материальную сторону вопроса. И забываем говорить с нашими детьми. И вот, к сожалению, так произошло, что дети в основном, они больше ближе со своими матерями. Они больше секретничают со своими матерями. Они больше рассказывают своим матерям. А с отцами немножко суховато. Нет. Отец тоже должен иметь большую роль при воспитании, и как это делал Лукман. И первое, о чем он увещевал, он сказал: о, сыночек мой, даже обращаясь, не эй, ты, иди сюда, сейчас тебе скажу что-нибудь, Нет, сыночек, говорит, я бунайя, сыночек мой, обращается с полной любовью, как отец, любящий своего ребенка, своего сына. Ля тушрик биллях, не предавай Аллаху за товарищей, поистине это является самой большой несправедливостью. И таким образом Лукман начал с самого важного, самого актуального. Почему? Потому что в этой жизни самое страшное деяние, которое может совершить человек, это предать Аллаху за товарищей. Это поклоняться наряду с кому-то, помимо Всевышнего Аллаха, помимо Создателя.
И поэтому вот это является самым страшным грехом, которое Аллах не простит никогда в этом мире. То есть человек, совершая многобожие, умрет, не покаявшись, то в судный день Аллах его не простит. А остальные грехи, они считаются степенью ниже, и они находятся под желанием Всевышнего Аллаха. Аллах пожелает, простит, не пожелает, Он накажет этого ослушника. И таким образом Лукман начал с самого главного, самого важного, самого актуального. И дальше Аллах приводит слова Лукмана, где Лукман сказал: «Вавассайналь инсана бивалидайхи», и мы заповедовали человеку благое отношение к своим родителям. И его мать вынашивает его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отнимает его от груди в 2 года. И поэтому Аллах говорит: благодари меня и своих родителей, ибо ко мне предстоит прибытие. То есть Аллах здесь дает нам наставление, что родители, это самые для тебя должны быть близкими, святыми людьми, к которым ты должен относиться благочестивым образом. И, как говорили сподвижники, что когда одного из них спросили, выполнил ли я все свои обязательства в отношении моей матери, если целый хадж прохожу пешком, посадив мать на свою спину. Выполнил ли я все полностью, что я должен был? Этот сподвижник говорит: нет, никогда ты это не сделаешь. То есть, как бы ты ни страдал, с какими-то трудностями ты не сталкивался, ты не сможешь отплатить равнозначно своим родителям. И поэтому Аллах Тааля говорит нам относиться благочестиво к родителям. Но при этом в жизни бывают разные моменты. И родители далеко не всегда бывают ангелочками. И иногда допускают какие-либо грехи, ослушания, или, может быть, даже могут быть неверующими. И Аллах сказал: но если твои родители станут сражаться с тобой, чтобы ты, или станут тебя побуждать, бороться с тобой, чтобы ты предавал Аллаху, мне, сотоварищей, о которых у тебя нет знания, то не повинуйся им. Вот в этом грехе им не слушай. Вот в этом грехе их, то есть не повинуйся их велениям. И вообще у нас стоит большое шариатское правило, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля та'ата ли махлюк фи ма'сияtil халик». Нет подчинения созданию в ослушании Создателя, Всевышнего Аллаха. И поэтому, чтобы отец или мать не приказали совершить, если это действие является грехом, нет подчинения. Однако, даже если они прикажут совершать этот грех, Аллах Тааля что говорит? Но сопровождай их в этом мире, живи с ними в этом мире достойно, по-доброму. То есть, даже если они станут тебя побуждать совершить неверие, грех, многобожие и так далее, это оставь, но в целом, как человек, как сын, как дочь, поддерживай с ними доброе отношение, какими бы они ни были, потому что это родители. Их иногда можно исправить, иногда они уже неисправимы, или же принимают от тебя какие-либо благие слова, или же не примут, да? Однако, пока они живы, будь с ними в благих отношениях. И иншаллах, возможно, твое благое отношение размягчит их сердца, возможно, их исправит, и возможно, даже находясь уже в преклонном возрасте, они изменятся. И поэтому Аллах закладывает нам общее правило: каким бы ни был родителей, от тебя должно исходить добро, благо в отношении отца и матери. И также Аллах говорит: и следуй путем тех, кто обратился ко мне, то есть в вере, будь стойким, да, следуй за путем верующих, следуй за путем пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потому что вам предстоит вернуться ко мне, и я поведаю вам о том, что вы совершали. И дальше Аллах Тааля приводит нам уже большие заповеди. Да? Аллах сказал, приводит слова Лукмана, где Лукман говорит: «Я бунайя, иннаха интаку мithqala хаббатин мин хардаль, фатакун фи сахратин, ау фи самавати, ау фил ард, яти биха Аллах, инна Аллаха латифун хабир». О, сыночек мой, если нечто весом с пылинку или с горчичное зернышко будет внутри скалы, или на небесах, или на земле, то Аллах принесет его. Аллах знает об этом, и ничто не скроется от него. Воистину Аллах проницательный, ведущий.
Вот это вот, уважаемые братья, очередное правило, которое отец закладывает в уста своего сына. Что он говорит? Сын, куда бы ты ни пошел, где бы ты ни оказался, ты никогда не сможешь скрыться от Всевышнего Аллаха. Даже мельчайшая частица, которая существует на земле, и она окажется где-нибудь в скалах, где-нибудь в пустыне, где-нибудь в степях и так далее, да, Аллах Тааля это узнает. И не нужно считать то, что вот на земле 7 миллиардов людей, я один, там, быть может, Аллах меня не услышит, не узнает, не увидит и так далее. Это заблуждение, это большая ошибка. Не нужно так считать. И поэтому воспитывать детей, что родители могут и не увидеть, но Аллах Тааля увидит. Родители могут и не узнать о том, что ты совершил скверный поступок, но Аллах Тааля об этом узнает. Хочешь ты этого или нет. И поэтому Лукман говорит, чтобы сын, и все мы должны говорить нашим сыновьям, да, что верующие должны знать, Аллах Тааля везде знает, слышит и видит то, что совершает человек. Никто и ничто не сможет скрыться от внимания Всевышнего Аллаха. И в судный день наши деяния, наши книги наших деяний, они не упустят ничего. Ни маленьких каких-то действий, замечаний, слов, дел, да, все будет учтено Всевышним Аллахом. Дальше Лукман говорит: «Я бунайя акимис салата, ва'мур бил ма'руфи, ванха анил мункари, васбир аля ма асабак, инна залика мин азмил умур». О, сыночек мой, совершай намаз. Повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное, греховное и и проявляй терпение во всем том, что постигает тебя. Воистину в этих делах необходимо соблюдать решимость, твердость. И вот здесь вот дальше уже Лукман следует по приоритетам. Сначала говорил о ширке, о благочестии к родителям, теперь о намазе. Выстаивай свою молитву. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: приказывайте своим детям с 7 лет. То есть говорите им, напоминайте им. Если не понимает, подарком каким-нибудь замотивировать, я не знаю, сладости какие-нибудь там, еще что-нибудь, да. Но потихоньку говорить ему, чтобы он совершал намаз. С малых лет. И в 10 лет, если он уже будет ослушаться, тогда, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тогда, говорит, побивайте детей. Если он за 3 года не понял, что намаз это второй столб ислама, намаз это фарз, и намаз это первое, о чем будет спрошен человек в судный день перед Всевышним Аллахом, ну тогда, наверное, необходимо перейти к более решительным действиям воспитания. И поэтому, уважаемые братья, когда вот иногда приходится слышать от родителей, да, утренний намаз, ладно, пусть уж поспит, он же еще маленький, он так сладко спит, говорят, да. На самом деле это большая ошибка, большой пробел при воспитании. Вот таким вот образом мы их жалеем, мы их по головке гладим, думаем, ладно, пусть потом успеет еще и так далее. А когда вырастает здоровенный амбал, которому ты там ничего никак не сможешь ни принудить, ни сказать, ни заставить, ничего, да, вот тогда уже его сказать: сын, давай уж намаз вместе со мной соверши. Он скажет: пап, я сам знаю, не учи меня. У меня своя жизнь там и так далее. Что, кстати, и происходит. Если честно, вот когда вот в Турции это тоже очень широко распространено, когда отец, мать в платке, в хиджабе, отец приходит на намаз, совершает намаз и там и так далее, а сын, старшеклассник, 15-летний, может спокойно курить, ходить при родителях. Может, допустим, заниматься каким-то непотребством каким-нибудь, да, грехи какие-то совершать. Про намаз я уже и не говорю. И когда к ним говоришь: слушай, ну у тебя же сын уже подрос, ты как бы не хочешь, чтобы он был таким же, как и ты, обладателем намаза, ходил в мечеть и так далее, сторонился грехов. Он говорит: вырастет, он сам выберет, он сам поймет. Это самое большое заблуждение. Почему? Потому что когда даже те самые растения, которые мы сажаем в огороде, когда они маленькие, когда они росточки маленькие, да, мы даже иногда колышки вставляем, чтобы это было ровным, чтобы это было прямым, чтобы оно не росло вот таким вот кривым, уродливым там и так далее. Но когда вырастает, уже все уже. Исправить уже невозможно. И даже дерево, которое выросло каким-либо образом криво, вот когда оно уже затвердело уже, попробуй его выпрямить, ты не сможешь этого сделать. Оно уже твердо, ты просто его сломаешь. И поэтому, уважаемые братья, воспитание относительно фарзов Всевышнего Аллаха нужно закладывать с малых лет. Не нужно надеяться, что он потом когда-нибудь придет к этому. Типа, я же пришел, то, что ты пришел, альхамдулилля, на намаз, то, что ты пришел к исламу, то, что ты пришел к вере Всевышнего Аллаха, это большая муаджиза, это большое знамение Всевышнего Аллаха.
Это благо для тебя от Всевышнего Аллаха. Но где гарантии, что Аллах Тааля пожелает, что и этот твой близкий человек, он тоже окажется на прямом пути, если ты сам не будешь предпринимать никаких попыток. И поэтому никто из нас не знает, Аллах Тааля кому даст хидаят, а кому даст заблуждение. Кого Аллах выведет на истинный путь, а кого оставит в грехах, в неверии и в многобожии. Мы этого не знаем. И поэтому сидеть спокойно, смотреть на это и говорить, и не применять каких-либо стараний в этом пути, это является большой беспечностью. Потому что каким бы человек ни был, все равно в нем остаются родительские чувства. Отец, он, мать, он, все равно у него есть любовь к своему ребенку, у него есть близость душевная к этому ребенку, да, и что бы с ним ни происходило, даже когда он уже вырастет, у него будет своя жизнь там и так далее, любые какие-то беды, любые какие-то трудности, с которыми он будет сталкиваться сам уже в своей взрослой жизни, это для тебя будет больно. Да, иншаллах, если доживем до глубокой старости, будем стариками или пожилыми женщинами с седыми волосами там и так далее, да, но даже тогда мы будем переживать за них. И поэтому переживать за то, чтобы он был сыт, накормлен, одет, нужно, но еще более важнее, чтобы он проявлял веру в отношении Всевышнего Аллаха. И напоследок прочитаю еще несколько аятов. Аллах сказал: Аллах Тааля сказал: «Валя туса'ир хаддака линнаси, валя тамши фил арды мараха». И не отворачивай своего лица от других людей из-за высокомерия. И не иди по земле кичливо, с этой вот походкой самодовольной, самобахвальной походкой, да, не ходи, не будь высокомерным, потому что высокомерие запретит тебе войти в рай. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: у кого хотя бы будет с перчинку или хотя бы с пылинку высокомерие, он не войдет в рай. И поэтому высокомерие, оно неприятно и среди людей. Оно сразу бывает видно, как человек себя надменно ведет, как он к тебе с пренебрежением, да, с какой-то, вот, как сказать, омерзением относится. Да, это сразу видно. И с таким человеком больше дел иметь не хочется. И более того, этот человек, если он будет в таком вот виде продолжать жить, да, то в судный день он окажется среди тех, кто потерпел убыток. И Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов. «И ступай же на земле размеренными шагами и понижай свой голос. Поистине, самый неприятный голос для Аллаха – это рев осла». И вот эти вот наставления, они гласят о благом нраве. Какими нравами должны обладать в первую очередь и мы, и не забывать давать это воспитание нашим детям. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля ведет прямым путем нас самих, наших детей. Пусть защитит Аллах и нас, и наших детей, и наших близких от наущений шайтана, от смуты. И пусть Аллах Субханаху ва Тааля умертвит нас и в судный день соберет нас воедино вместе в раю.